Здравствуйте, друзья, здравствуйте, подписчики. Всем привет, кто заглянул на мой канал. Хочу вам опять показать город Бишкек, улицу Жибек-Жолу. Это я стою на пересечении Жибек-Жолу и Турузбекова. Это вот перед вами общежитие Киргизского национального университета. Карантин у нас. Сегодня 11 мая 2020 год. Карантин продлили. Ну, у меня были дела здесь. Сейчас пойду пешком. И кое-что, не кое-что, а улицу Жибек-Жолу покажу. Не улицу, а проспект Жибек-Жолу покажу. Вот разрешили работать уже СТО. Открылись у нас. Так, это вот. Ну, аптеки, естественно, работают. Автомойки заработали. Вот на проспекте Жибек-Жолу еще вот такие дома стоят. Саманы. Так. Что-то открыл-то кебаб-центр. Странно, столовая открыта. Вроде бы еще не разрешали открываться. Ну, у нас сейчас кто в масках ходит, кто без масок. Хотя я прочитала сейчас. Ну, магазины, конечно, все открыты у нас. Все работают. Вот, прочитала новые законы. Вроде бы как за неношение масок будут люди штрафоваться от 1000 сомов и выше. Вот. Это общежитие Национального университета. Кафе Фаиза с 1998 года. А вот это вот кафе Мадина. Кебаб-центр от 60 сомов кебаб. Здесь. Ну вот еще, друзья. Такие дома еще стоят здесь на проспекте. Вот. Машины все ездят уже вовсю и по делам. Ну, в основном-то, конечно, все ездят по делам. Хотя сегодня выходной день. Смотрите, сколько много машин. Велосипедисты. Это все вот городок Национального университета, Киргизский национального университета. Я, конечно, друзья, иду в маске. От греха подальше. И так подхожу
хожу. Это бывшая Белинка. Сейчас проспект. Эх, с этим карантином уже и улицы забудешь. Так, это... да. Это бывшая Белинка. Проспект Манаса сейчас. Вот это тоже здание, которое стоит с левой стороны. Вот это вот тоже общежитие университета. И пошла туда. Проспект Манаса пошел туда. А вот там забор Зеленстрой. За забором. Так. Дальше. Это тоже общежитие. Сейчас будем подходить к кому. Сейчас еще... Ой. Там, по-моему, милиция что ли стоит, что ли. Надо будет сейчас брать. Вот кое-где вот эти вот убрали хибарки, уже вот новые строения стоят. Вот проспект Жибек-Жолу 543 продают такой домик. Здесь они будут дорого, конечно, стоить, потому что все, в принципе, под бизнес сдают, продают свои участки. Ну а сейчас немного истории. Это одна из первых улиц города, протянувшаяся через весь город с запада на восток, от улицы Фучика до улицы Лермонтова. Называлась она Ташкентским трактом. С августа 1938 года улица Ленина, а затем с 1960 года проспектом Ленина. В октябре 1974 года проспект Ленина переименовали в проспект 50-летия Киргизской ССР. Ну, друзья, как бы ее ни называли, она является с момента своего возникновения до сегодняшнего дня главной магистралью транзитного транспорта на пути из Ташкента в Алмату, на озеро Иссык-Куль, в районы внутреннего Тяньшаня. Жибек-Жолу переводится как «шелковый путь». В свое время эта торговая магистраль пересекала с востока на запад всю Азию, 7000 километров, то есть 3 года пути, но на верблюдах, конечно. А Кыргызстан был мостиком, который соединял восток с западом. Вот Жибек-Жолу пересекает Исаново, бывшая Красноармейская. Вот центр плова. Вот это у нас по Бишкеку очень много таких кафе, которые называются центр плова. Там действительно очень вкусный плов делают. Очень вкусный. Плов узбекский, плов. Что-то я не поняла. Все кафешки, двери открыты.
с 10 до 11. Ну, то, что они на вынос работают, это я точно знаю. На вынос. То есть, ну, заказываешь, тебе домой привезут. О, мы работаем на вынос. Бесплатная доставка блюд. Точно, сейчас запишем номера телефонов. Потому что они готовят очень изумительно вкусный плов. Акация у нас, друзья, зацвела. Какой запах. Вот дошли. Здесь бакиевские особняки. Я не знаю, кто тут жил, не знаю. Но вот так вот они, как в очередной революции, они пострадали. Это и вот в таком виде стоят. Но тут кто-то живет, охраняет все это. Вот. И все домики сожгли. Вот домик остался. Но это, может, дом для прислуги был. Вот. Автор мозаики Теодор Герцен. Он проживал в доме неподалеку, а его жена, по легенде, стала моделью для памятника. Уникальность бишкекских мозаик заключается в том, что каждая из них сделана вручную. В Бишкеке 17 монументальных панно. В основном все мозаичные панно в Бишкеке сделаны из цветного непрозрачного стекла с Мальты. В советские годы ее завозили в страну из Прибалтики. Сейчас такого материала не найти. Я даже не знала. Вот в этой мозаике «Тебе, Родина, наш труд» около 20 оттенков цветов. И художник изобразил вот на ней, как женщина Кыргызстана ткут ткань и пекут хлеб. Сейчас чай с лимоном, расценочки наши, посмотрите. Вот подходим к улице Тагалока-Малдо. И такое бывает. Воскресенский собор в Бишкеке. После установления советской власти все храмы Бишкека со временем были закрыты. Вопрос о создании в столице Киргизской ССР городе Фрунзе православного храма был поднят в 1943 году. И в декабре 1944 года была предложена пустующая территория на этом участке и недостроенное здание
Укрпромсовета. И началось строительство вот этого храма. Друзья, батарейка села. Так что всем пока-пока. До новых встреч. История Жибек-Джалу очень интересна. Будет продолжение.